Уважаемые коллеги, сегодня вторая часть нашей лекции. Но, как любят сказать учителя, повторение мать учения. Давайте посмотрим, что у нас осталось со вчерашнего дня. Итак, мы сказали, что цель лекции семинара не поразить друг друга глубиной знаний, знанием уникального фактического материала, а привести многочисленные данные о биотехнологии в определенную систему. Приведя эту систему себе, будет легче передать знания учащимся, причем, конечно, учитывать тот уровень знания, который предполагает программа средней школы, для того, чтобы быть готовым, что в едином государственном экзамене могут быть вопросы, касающиеся биотехнологии, причем это могут быть вопросы в курсах химии, биологии и даже обществоведения. Ну, давайте повторим. Итак, говоря о биотехнологии, мы прежде всего подразумеваем междисциплинарную область и науки, и техники, которые используют в своем арсенале биологические агенты, под которыми мы понимаем ферменты, нуклеиновые кислоты, микроорганизмы, культуры клеток растений и животных для промышленных целей и для медико-биологических технологий. Вот так мы определили биотехнологию, хотя мы помним, что в некоторых западных странах пользуются термином биотехнология, практически отождествляя ее с генной инженерией, отождествляют с техникой рекомбинантной ДНК. В Советском Союзе, в России мы используем биотехнологию в широком смысле этого значения. В зависимости от того, какой биологический агент используется в тех или иных процессах, всю биотехнологию можно разделить на несколько направлений. Мы с вами выделили микробиологический синтез, или мы назвали это старая биотехнология. Под словом «старая» мы ни в коем случае не хотим обидеть это направление. Просто зародилось оно в 40-е годы 20 века с открытием антибиотиков, и до сих пор это направление имеет одно из важнейших значений и долю в биотехнологической промышленности. И назвали несколько современных областей направлений биотехнологии. Это клеточная, генная инженерия, инженерная энзимология и нанобиотехнология. Так, вот мы пролистаем и вспомним эти направления, что они означают. Каждому направлению мы привели определения, которые запомнишь, надо точно их использовать и передавать своим учащимся. И уже мы в меньшей степени уделили, но уже мобилизовав свои знания в этой области, мы еще сказали, что классификация по зависимости от того, какой биологический агент используется, можно по-другому классифицировать биотехнологию, в зависимости от тех сфер экономики, куда она вторгается. Поэтому на международном уровне принята цветная классификация. Каждому цвету соответствует та или иная отрасль экономики. И вот на таблице представлены те сферы, куда вторгается биотехнология. Это далеко не полный перечень, поскольку, чтобы не нагружать слайд. На самом деле, важнейшую долю на сегодняшний день и пока в перспективе будет занимать красная или медицинская биотехнология, зеленая или сельскохозяйственная биотехнология, белая промышленная биотехнология, причем с акцентом на те процессы, в которых используются уже генно-инженерные организмы, желтая или пищевая биотехнология, синяя морская биотехнология и даже бывает золотая биотехнология, которая подразумевает в себе нанобиотехнологию, биоинформатику. Я уже вам вчера назвал, что бывает еще фиолетовая биотехнология. Это особенности патентования в биотехнологии. Есть такие особенности. Ведь патентовать живое нельзя. Это должно быть открытие человека. И мы не можем увидеть в лесу оленя и сказать: «О, я его запатентую». Нет, он и так живет своей жизнью, индивидуума или популяции. Но тем не менее, когда возникла дискуссия использования микроорганизмов в промышленности, тогда патентное ведомство пошло на уступку изобретателям, и сейчас можно патентовать полезные штаммы микроорганизмов. Вот это фиолетовая биотехнология. Бывает и черная. Черная включает в себя вопросы, тесно связанные с биотерроризмом.
Так, ну вот мы пролистали с вами достижения и тенденции в будущем, красной, зеленой, белой, серой биотехнология. Ну и действительно, когда мы классифицировали на старую биотехнологию и новейшие методы биотехнологии, мы, конечно, с вами тоже не могли не остановиться, хотя очень кратко, на периодом становления биотехнологии. И с вами сказали, что биотехнология зарождается еще до того, как человек знал, что вокруг нас существуют микроорганизмы, а несколько тысяч лет назад научился выпекать хлеб, варить пиво, даже не подозревая о том, что здесь используются биохимические реакции с участием микроорганизмов. И такой этап, когда чисто опытно люди научились использовать эти процессы для своих нужд, мы назвали с вами эмпирический. С временем Пастера связан этиологический. Далее, это уже 20 век, биотехнический уровень. Я вам рекомендовал обязательно посмотреть фильм и порекомендовать своим учащимся фильм Валентина Каверина «Открытая книга», которая рассказывает нам об открытии антибиотиков в годы войны, после чего были спасены тысячи и тысячи раненых, которые зачастую умирали не от самих опасностей, несовместимых с жизнью ран, сколько умирали от инфицированных ран. Ну и современный уровень включает в себя зарождение, развитие энзиматической или инженерной энзимологии, генной и клеточной инженерии, и в последние годы, которые, как я уже говорил вам, и почему она красным отмечена на схеме, не вошла еще во многие учебники биотехнологии, нанобиотехнология. Мы даже с вами подразделили, что на сегодняшний день существует некоторая разница в подходах, связанных с моделированием живого и использованием, прежде всего, в медицине. И мы сделали такой вот акцент о том, что можно говорить о нанобиотехнологических устройствах и о направлении бионанотехнологии. Так, теперь мы с вами сказали, что чем ярче успехи биотехнологии, тем возрастает и скепсис в обществе, а не вылетит ли джин из бутылки, не обернется ли большими бедами использование многих достижений биотехнологии в человеческой деятельности. Во-первых, это могут быть какие-то неоцененные учеными последствия, или другая сторона, что этим достижением, например, техника клонирования человека воспользуются какие-то агрессивные силы, секты, государства, и возникнет угроза для разумного человечества вот таких, ну что ли, войсков клонов. Вот учет этих рисков, далее, значит, мы рассказывали с вами, что требовало вмешательства, добрый день, Наталья Львовна, требовали вмешательства государств, регулирования научной деятельности, производственной деятельности при манипуляции с клетками или ДНК. И поэтому мы с вами вот два слайда продемонстрировал, где свел наиболее важные международные документы, принятые для регулирования, прежде всего, направлений по клеточной и генной инженерии. И точно так же существует законодательная база и в России. Основной документ, ну, кроме того, что мы ратифицировали Конвенцию о биологическом разнообразии, основной такой законодательный документ – это закон о государственном регулировании в области генной инженерной деятельности. Если вот все то, что важно действительно для ученых, для производственников, на самом деле для общественности, очень важное положение международного законодательства и российского законодательства, изложено в этом законе, это право свободы выбора. Хочу я купить продукцию с участием с работой генно-модифицированных организмов или воздержусь. Это право закрепляет закон в чем мы с вами сказали? В обязательной маркировке продукции. Ну вот еще вернемся сюда. Я еще вам, помните, очень рекомендовал проводить диспуты среди учащихся. Вот эта табличка, например, может вам помочь, когда действительно можно дать задание, одна группа
Это, собственно, генные инженеры, например, которые могут привести из литературы примеры действительно вот некоторых трансгенных растений, которые преодолевают те или иные проблемы, связанные с получением сельскохозяйственной продукции. А другая группа – это обеспокоенная общественность, или, например, их можно назвать условно экологами, которые будут парировать и которые будут говорить: так, все это хорошо, и все это действительно декларируется замечательно, а если пыльца улетит с трансгенной гречихи, например, к диким сородичам из этого семейства, вот, например, и в диком виде близкие виды гречишных могут соседствовать с полями трансгенных растений, что будет потом? Или, например, пыльца трансгенных растений обнаруживается в меде, гречиха прекрасный медонос, и вот нужно уметь дать действительно какой-то примирительный вывод из этой дискуссии. И мы сказали, что не будем драться, не будем друг друга, кто кого перекричит, не будем, какие-то еще в таких формах. Тоже такой диспут должен преследовать цель свободы выбора. И поэтому нужно искать аргументы научно обоснованные. И хочу вам все-таки сказать, вовсе не в плане тоже вот давления на вас, но все-таки анализируя литературу, связанную с медицинской проверкой на здоровье человека или на отдаленные последствия в поколениях животных, лабораторных животных, которые употребляют генно-инженерное, например, там, зерно каких-то культур, на самом деле даже те статьи, которые выскочили в интернет и зачастую их подхватывают, я вас очень прошу, посмотрите, пожалуйста, а написано ли учреждение, в котором выполнены эти исследования. Посмотрите имена исследователей. Иными словами, здесь вот эта свобода выбора должна действительно на глубоком изучении материала проводиться. И мы должны помнить, что эта борьба за умы общественности ведут и огромные, богатейшие международные корпорации, например, одни из которых занимаются производством семян трансгенных растений, например, кукурузы, там, других, сои, и которые рекомендуют фермерам закупать, семена, говоря о том, что этот сорт устойчив к насекомым, другой сорт устойчив к атаке, про насекомых сказал уже, устойчив к гербицидам. Но, как вы думаете, и пропагандируют, используя собственные средства массовой информации, такие есть, домашние средства, так же, как и могут даже заказывать исследования могут, для того, чтобы показать выгодность именно своих разработок. Как вы думаете, будет ли спокойно смотреть конкурент, который, например, в отличие от фирмы Monsanto, которая выпускает сорта устойчивых к гербицидам, как вы думаете, будет ли спокойно смотреть другая компания, которая там, может быть, уже 150 лет выпускает гербициды для тех же фермеров. И поэтому, когда начинаются действительно уже войны в массовом таком за массовое сознание потребителей, и поэтому действительно нельзя попасться на эту удочку. Не надо уподобляться Феклуше, если кто-то еще читает сейчас в школе пьеса «Гроза», да, Островского, которая говорила, что все зло от паровозов или в этом духе. Значит, вот действительно, я даже приведу пример, я уже его начал приводить, потом куда-то мысль ушла. Вот действительно, магистры в университете, одни биологи, другие экологи. И, значит, аргумент один, контраргумент второй, все идет красиво, и вдруг экологи, одна девушка, она просто закричала: «Ты что, хочешь, чтобы у тебя родились так дети с рогами?» или что-то в этом духе. И поэтому эта команда была, значит, защита, что они проиграли, потому что они сбились на эмоции. То есть они вышли за рамки вот такой научной дискуссии. Вот это я хотел вам добавить, потому что вчера как-то, все равно волнуешься, когда перед учителями выступаешь. Так, вот на этом мы вчера закончили. Мы так и планировали, и вовремя успели. Теперь я планировал еще показать вам, когда в разделе «Клеточная инженерия», помните, мы вам сказали, что микроклональное размножение растений сейчас, если вот в 90-е годы это была такая диковинка, и даже до начала 2000-х годов, и вот кроме того, что наша лаборатория активно развивала, например, в области биотехнологии растений, экологической биотехнологии и других,
то в отделе ботанический сад, вот Борислав, извини, я отчество, Владимирович, он работал в те годы в отделе ботанический сад Института биологии, где занимались микроклональным размножением безвирусного картофеля. Несмотря на то, что со временем, конечно, клубни из поколения в поколение заражались на самом деле, именно потому что не одни, то те же клубни садят в почву, то несколько лет после освобождения от вирусов, такие сорта освобожденные, они давали, конечно, большой прирост урожая. Сейчас практически не существует методических трудностей для того, чтобы ввести в культуру клеток инвитро любой вид растения, хотя есть сложности с однодольными, есть сложности с семейством орхидные, другие моменты, но в принципе сейчас науки считается, что нет методических проблем, принципиальных такого тупика. Другое дело, что нужно решать каждый раз, каждый вид нужно изучать перед введением в культуру. И что изучать? Эколого-биологические особенности нужно изучать для того, чтобы применить тот или иной вариант микроклонального размножения, и мы называли это, может быть, прямой органогенез, соматический эмбриогенез. Это могут быть индукция побегообразования в калусных культурах. Сейчас уже не для запоминания, а просто как раз для понимания сложности, что варианты микроклонального размножения тоже могут быть разные. Теперь я хотел бы еще сказать, что биотехнология такая штука, что, как правило, не существует какого-то вот чистого процесса, который мы точно можем сказать. Инженерная энзимология с одной стороны, и относится она там условно к белой биотехнологии. Все сложнее и переплетено. И поэтому вы тоже не сетуете, например, что вот там Володин сказал так, а можно и не так сказать. Действительно, человеческий разум, он всегда сначала анализирует, а потом синтезирует. И жить всегда оказывается сложнее, чем это может показаться с теоретической точки зрения. Поэтому я вчера хотел минутную зарисовку сделать, потому что боялся, не успею. А я сегодня решил показать вам фильм, он, по-моему, всего то ли 8 минут целиком, то ли в этом духе что-то. Давайте посмотрим. Ага, все уже готово. Вот о том, что действительно биотехнологии тесно переплетаются, особенно в сельском хозяйстве, с традиционными направлениями сельского хозяйства. Теперь этот видеофильм я с большим интересом студентами иногда демонстрирую, потому что это Финляндия, это наша северная соседка. И вы увидите, что это будет питомник полезных растений, и фруктовых, и лекарственных, и декоративных, где сотрудники этого питомника будут как раз нам с вами говорить, что где-то традиционный путь прививок, например, там для яблонь, где-то там чего-то простое черенкование, а где-то не обойтись без культуры клеток. И вот эта культура клеток была применена, значит, к декоративным растениям рода дендронам, когда были получены чудесные северные сорта этих цветущих кустарников. Есть настроение посмотреть вот эти там 7 минут или минутную только покажем с рода дендронов? Давайте, если я увижу, что вам скучно, то... Закрыть презентацию. Там Леонид нам советует. Закрыто? Ага, пардон. Здесь открыто. Вот это вот, видите? Прямо закрыть? Да. Она мешает? Нажмите. Да. Так, хорошо. Значит, сейчас посмотрим, сколько минут. 10 минут, почти 11. Давайте, если будет скучновато, к концу перейдем. Давайте. Общеизвестны непростые условия жизни на севере. Они тяжелы как для человека, так и для растений. Суровый северный климат позволяет успешно выращивать только самые устойчивые, приспособленные к этим условиям сорта. Поэтому садоводу-любителю отнюдь не все равно, откуда родом растения, которые он высаживает на своем дворе. Садоводческое предприятие Taco Sheltime, питомник Taco, уже более 20 лет работает над получением таких растений и поставляет их потребителям, занимающимся садоводством. Интерес потребителей настолько велик, что общая площадь рассады в питомнике Taco превышает 60 гектаров. В период летнего сезона здесь трудится более 150 специалистов. Современная технология и близость к природе позволяют вести здесь интересную, многостороннюю работу. Во всей деятельности питомника явственно ощущается любовь к природе. Здесь создаются красота
и уют для нас всех. На практике питомник Тахвана получает саженцы 4 разными способами. Большинство кустарников и деревьев выращивается из семян или черенков. Фруктовые деревья нуждаются в прививке, а некоторые особые растения, например, рододендрон, получают путем лабораторной микросистемы. Для каждого вида растений подбирается наиболее приемлемый метод. Самый короткий срок производства, например, клубники, насчитывает всего несколько недель, а для получения некоторых видов деревьев требуется 10 и более лет. Питомник Тахвана стремится создавать новые, интересные продукты садоводства. Экспериментальная деятельность фирмы направлена на получение интересных новинок садоводства. В ассортимент питомника Тахвана входят почти все продаваемые в северных странах древесные, полезные и декоративные растения, а также значительное количество различных многолетников. Питомник производит ежегодно также 1,7 миллионов клубничных саженцев, всего около 400 наименований. Питомник Тахвана принимает для выращивания только такие материнские растения, которые надежнее всего приживаются в наших тяжелых условиях. Поэтому питомник сам выращивает материнские растения. Они дают хорошо изученный материал для производства. Фирма ответственно относится к качеству материнских растений. Это отражается на здоровье молодых саженцев, которые готовы к произрастанию именно в наших суровых северных условиях. При получении кустарников от материнских растений уже заранее известны свойства будущего саженца, поэтому фирме более безопасно применять для производства именно свои собственные саженцы. Хорошо подобранные и здоровые черенки высаживаются в землю для укоренения. Они быстрее растут в теплице высокой технологии, где обволакивающий теплый туман балует черенок и побуждает его корни к росту. Часть черенков высаживается прямо в поле, где они быстро укореняются, уже первым летом подрастают молодыми саженцами. Некоторые виды растений укореняются в одной лишь пластмассе. Некоторым нужен пластмассовый тоннель, где черенкам с помощью автоматического устройства создаются почти тепличные условия. Часть саженцев выращивается из семян. Питомник Тахвана применяет для посева семена только тщательно отобранных и изученных растений. Только такой путь позволяет убедиться в том, что будущие растения соответствуют высоким требованиям качества. В каждой фазе саженцы контролируются, и за их хорошим состоянием следят по точной программе ухода. Чтобы проводить каждое мероприятие по уходу точно в соответствующее время, питомник Тахвана уделяет большое внимание использованию новой технологии. Точная информация о всех стадиях производства регистрируется компьютером, что позволяет контролировать каждую фазу работы в требуемое время. Когда речь идет о десятках тысяч саженцев, соблюдение такого графика работы необходимо. Например, посадку рассады в большой горшок надо делать в нужный момент, чтобы рост саженца продолжался без перерыва. Для этого питомником создано свое передвижное устройство автомат, которое работает там, где это необходимо. Таким образом, саженцы сразу после высадки в горшок поступают в поле, где они получают свет и воду. И далеко не все равно, в каком грунте растет рассада. Именно поэтому питомник Тахвана создал около 5 разных почвенных смесей. В почву внесено и удобрение пролонгированного действия, чтобы растения переживали торговую цепь, попадая потребителю без перерыва процесса роста. И этим обеспечиваются ровные условия роста для рассады, помещенной в каждую коробку. Полив осуществляется, например, на территории горшочных растений с автоматически транспортируемым оборудованием. Такая система полива обеспечивает для горшочных растений более равномерный результат
чем дождевание, подвергающееся влиянию ветра. При производстве фруктовых деревьев полагается также на собственный материал выращивания. Для начала производства саженцев питомник Тахванина в больших количествах производил яблок, поэтому проверенных и качественных черенков хватает и на производство яблок. Почти все фруктовые деревья выращиваются путем прививки желаемого сорта фруктовых к устойчивому и предохраняемому подвою. Сначала нужен устойчивый подвой, выращивание которого из семени требует года или 2. Потом желаемый сорт яблок прививается к подвою. Это ручная работа, и она требует внимания. Надрезы, которые делаются в подвое и черенке, должны быть одинаковыми, чтобы черенок хорошо прирос к дереву. Сначала черенок привязывается эластичным креплением, и его конец покрывают воском, чтобы он не засох. После этого растение помещают в теплицу, где побеги срастаются и почка начинает расти. После первого лета роста растения обрезают для выращивания веток. Потом фруктовые деревья выращивают год или 2. За это время в них появляются подвои будущей кроны, и саженец дерева готов к продаже и посадке в свой новый дом. Таким образом, поступающее в магазин фруктовое дерево является результатом 4 лет работы. Пожалуй, самая современная техника выращивания касается производства рододендрона. В развитии новых облагороженных для севера сортов рододендрона, которые появились в 90-е годы 20 века, питомник Тахванин играл важную роль. Сейчас они находятся в массовом производстве и таким образом доступны всем. В данный момент у питомника Тахванин имеется в производстве около 10 устойчивых и облагороженных для севера сортов рододендрона. Производство рододендрона начинается в лаборатории, где в так называемом меристемном выращивании сначала размножаются микроскопические саженцы. Первые месяцы они выращиваются в закрытых условиях лаборатории. Примерно через полгода они достаточно подрастают и могут перемещаться из пробирок на торфяные подставки. Вот коэффициент мультипликации. При поступлении в питомник это еще малюсенькие мирные саженцы, ростом в несколько сантиметров. В питомнике они сначала растут в ящиках на торфяной подставке в течение весны и начала лета. Следующим летом саженцы опять высаживают, теперь уже 3-литровые горшки. Во время выращивания саженцы обрезают, чтобы ветки получились хорошими. Хотя питомник производит годные в продаже саженцы все лето, осень является временем настоящего урожая. Садоводы-специалисты сортируют большое количество саженцев или на продажу, или для дальнейшего подращивания до товарного размера. Так. Ой, не то делаю. Так. Но я забегаю вперед вместо диктора. Ой, мне нельзя уходить отсюда. Вместо диктора, значит, что он в конце скажет? Он говорит о том, что климатические условия Москвы, Петербурга, очень близки к Финляндии. Обращайтесь, товарищи, все для вас сделаем, все для вас продадим. А я же хочу сказать, что на самом деле в научном плане техника микроклонального размножения разработана с учетом многих видов, обладающих различными эколого-биологическими особенностями. И у нас в республике существуют все звенья для этого необходимые. У нас есть школы, где возрождаются пришкольные участки, по-моему, да? У нас есть агропромышленный техникум, где готовится среднее звено специалистов. У нас есть университет с бакалавриатом и магистратурой. Есть аспирантура по биотехнологии и есть где работать в науке. И механизм инновационной поддержки республики тоже способствует для того, чтобы появлялись инновационные предприятия, малые инновационные предприятия в области биотехнологии. Так. Ну, давайте пойдем дальше. Вот это действительно иллюстрирует клеточная инженерия. Вот на примере рододендронов.
И действительно я хотел показать, не просто эту минутку, как переплетаются современные направления с традиционными. Вот посмотрите, если мы не будем готовить кадры и по традиционным агротехнологиям, то как же быть, если мы не сможем сделать обычную прививку фруктовому дереву? Правда же? Вот это здесь должно быть такое сочетание. Так, ну-ка подумаем, что все ли я сказал. Что-то хотел сказать здесь. Ну, ладно, все не скажешь. Ушла мысль. Так, показ слайдов с текущего слайда. Собственно, начинается... ну что касательно Финляндии, то хочу вам сказать без бахвальства, что лаборатория биохимии, биотехнологии нашего института, который я заведую, участвовала на протяжении нескольких лет в международной программе «Баренц-секретариат». Это программа добрососедства в бассейне Баренцева моря. И мы с финскими и норвежскими учеными изучали популяцию золотого корня каждый у себя. В Норвегии он даже не в Красной книге. В Финляндии имеется. И у нас на Приполярном Урале с весьма высоким содержанием эти растения. Мы выделяли ценные генотипы, значит, их создавали научную коллекцию, и каждый в своей стране создавал вот агропопуляции этого очень ценного лекарственного растения. Мы же финнам помогли в том отношении, что они до того замечательную агротехнику сделали, но при этом упустили и интродуцировали клоны с очень низким содержанием вещества. И мы, с одной стороны, им разработали методы, как с помощью физиолого-биохимических приемов повысить содержание вещества при выращивании в рамках нормы генотипа. А с другой стороны, мы сами все в лаборатории разработали методы микроклонального размножения ценных генотипов золотого корня с высоким содержанием розовина и солидразида. Ну и вот действительно сегодня мы уже коснемся того уровня биотехнологий, который существует у нас в республике. Но прежде всего я хочу вам напомнить информацию, которую уже сказал вчера, о том, что в 2012 году правительство Российской Федерации утвердило комплексную или координационную программу развития биотехнологии в России до 2020 года. И эта программа получила название «Био-2020». Значит, я еще хочу вам общий такой совет дать. Конечно, информации очень много в среде интернет. И, например, когда разрабатываете ту или иную тему, и вы будете зачастую наталкиваться, даже сами будете чувствовать, что да-да-да, что-то... То ли торопился автор, то ли что-то, очень много сырого материала. Я вам советую, например, не искать чей-то реферат, посвященный вот этой программе, думая, что это конспективно, сжато и все хорошо. На самом деле человек, например, торопился и выплеснул то, что очень важно. Я вам очень советую, если вы будете использовать где-то сами, уже пропагандировать материал в области биотехнологии или использовать в учебном процессе, обращайтесь к первоисточникам. Как мы классиков конспектировали в свое время, так я тоже вас призываю обращаться к первоисточникам. Программа написана очень хорошо. Я, например, лично знаю руководителя вот этого проекта по подготовке программы Раиф Гаянович Василов, президент биотехнологического общества России. Программа написана очень хорошо. Вот там и красные, и синие биотехнологии, и тенденции, и цифры, и посевы в мире трансгенных растений, и вплоть до того, что, значит, перечислены уже созданные технологические платформы и так далее. Вот эта книжка. И она в интернете тоже легко находится. Поэтому все мы, конечно, не будем даже содержание этой программы друг для друга перечитывать, вы посмотрите. Я хочу сказать лишь один важный в нашем занятии аспект этой стратегии. Вот посмотрите последний абзац. Особое внимание уделено биотехнологии в этой программе как фактору социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Запланировано формирование территориальных биотехнологических кластеров, разработка региональных биотехнологических программ. И вы помните, что как только, я вчера вам говорил, как только эта программа была утверждена и ратифицирована, мы обратились в Министерство экономического развития Республики Коми, и это действительно обернулось
большими ожиданиями, что теперь уже не просто ученые одни будут там биться и что-то внедрять, но это будет под крылом нашего республиканского правительства. Но любая история имеет свою предысторию. Конечно, создать в Республике Коми, так, вот видите, Лёнь, у меня все-таки не отключился вот этот, как быть, возвращать буду, или мы отключим быстренько? Вот эти 20 секунд. Попробуйте отключить, а я пока начну говорить. У каждой истории существует своя предыстория. Так было и с биотехнологией. В конце 80-х годов Министерство микробиологической промышленности еще СССР было предложено Республике Коми построить микробиологический завод по производству микробиологического белка на природном газе, то есть метан как субстрат для культивирования особенных бактерий метилотрофных. И вот эта биомасса, нарабатываемая особой бактерией, усваивающей метан, собственно говоря, при высушивании и получала название вот этого БВК, белково-витаминового концентрата, а по сути это высушенная биомасса бактерий. Это время совпало с активизацией зеленого движения в стране. По всей стране, значит, это был такой пик развития микробиологической промышленности, вот именно заводы БВК, очень многотоннажное производство. Вот, например, в нашей республике было предложено производство гаприна, микробиологический белок на природном газе получил название гаприн. Прообраз была установка в Светлоярске под Волгоградом, мы туда ездили. И на парафинах нефти паприн, белок получил название. Так вот, зеленое движение, опираясь тоже вот и на некоторых ученых, лидеров, экологов, которые предупреждали, что экология вокруг этих заводов неблагоприятна. Если сам белок еще как бы не так подвергался нападкам, то на стадии сушки этой биомассы сам белок не вредный, если попадет в желудок. Но на стадии сушки белковая масса, улетая, если попадала к чувствительным, к аллергенам людям, то возникали сильные аллергические реакции не только у заводчан, которые работали на этих заводах, но и в селективной зоне этих предприятий, что паприн, что гаприн. И поэтому значит, общественность этих городов, где такие были производства, категорически возражала против существования их, чтобы закрыли или перепрофилировали эти производства. Я был тогда совершенно молодым парнем, только приехал после аспирантуры Московского университета, и только группа еще тогда биотехнологий была создана. Мне председатель президиума нашего научного центра дает задание: ваши бьют, защищай. Но тогда мы, на мой взгляд, сделали разумное. Нам было так мало лет, всем нас было 7 человек, с миру по нитке собраны в эту группу. И нам хватило все-таки какого-то такого разумной середины, когда мы сформулировали перед республикой следующую позицию. Биотехнология уже тогда была широкой областью. И мы сказали, что нам предлагают очень старые проекты, экологически небезопасные. И поэтому мы предложили создать рабочую группу при Совете Министров Коми АССР тогда. И выехали на действующие предприятия в Киришского завода под Ленинградом, тогда еще Ленинград, и в Светлоярск, там на парафинах нефти, в Светлоярск на метане, на природном газе. Вернувшись, мы были тогда 2 научника, от зеленых входили и планировалось это построить предприятие в Айкинском промышленном узле в районе Жешерта. И вернувшись, мы дали заключение в Совет Министров, выступали, мы ощущали недоброжелательное отношение властей к себе, потому что даже уже залезли в карман Министерства микробиологической промышленности авансом, значит, вот в средства под строительство этого завода, но мы были вообще-то непреклонны. Из промэкологии, тогда была такая структура при Госкомприроде, Юрий Семенович Татанов, зам главного врача санэпидстанции, это так и называлась структура Роспотребнадзора, мы дали заключение, что небезопасная. Значит, действительно, заболеваемость по бронхиальной астме и аллергических заболеваний по отношению к статистическим данным превышает. В Киришах при встрече с главным врачом районной больницы Киришской Ясиновским мы были ознакомлены с данными, где смерть 2 детей увязывалась с развитием астматических явлений и удушьями. И мы сказали, что, товарищи, нет.
И мы предложили, и тогда все-таки Совет Министров проявил тоже разумность, и вышло постановление в 1988 году, постановление Совета Министров Коми СССР о приостановлении проектирования завода по получению микробиологического белка на природном газе. Коми научному центру было поручено оценить альтернативное развитие биотехнологии, а Министерству сельского хозяйства оценить возможности улучшения кормовой базы на европейском северо-востоке в нашей республике традиционными путями, за счет увеличения продуктивности лугов. Значит, ну вот об этом я как раз вкратце написал на этом слайде. Вот. Но, значит, одновременно складывалось и научное направление в эти годы. Значит, в те годы я называл вам имя Овчинникова, академика Овчинникова, и когда Михаил Павлович Рощевский ездил на прием к Овчинникову и обсуждались наши уже предложения, в каких направлениях мы видим развитие этого направления, этого современного направления биотехнологического, мы, значит, вот во второй части, не знаю, я ручку положил, ну вот в нижней части слайда указано, что мы сказали, давайте биотехнологии возобновляемого сырья, прежде всего многотоннажные отходы целлюлозно-бумажной промышленности, это биотехнологии биологически активных веществ, прежде всего нашей флоры и интродуцентов, вот и золотой корень, моралий корень, пион уклоняющийся, вот эти растения все попали в наше поле зрения, и в большей мере, значит, мы потом увлеклись веществами растений, которые скажу несколько ниже. А вот в начале 90-х годов третье направление родилось уже не из наших оценок, таких вот прогнозных, а авария на Осинском нефтяном месторождении стимулировала появление третьего направления в Институте биологии по ремедиации нефтезагрязненных почв и водных объектов. Как я уже говорил, прошли годы, конец 80-х, начало 90-х годов, и лишь только после принятия программы в России. В тот же год, вот посмотрите, мы в июле уже поставили вопрос на межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете Республики Коми, и было принято решение создания рабочей группы по формированию концепции развития биотехнологий в Республике Коми. Благо сказать, что не надо было далеко ездить. В Кировской области не просто имеются программы и предприятия, относящиеся к биотехнологии, очень разрозненные тоже. Видите, в силу широты это и завод по кислотному гидролизу, очень старый завод кислотному гидролизу целлюлозы, получение спирта, и современнейшее направление Росплазма, значит, работа по вакцинам, это и производство оборудования для, значит, для производства молока, то есть самые разрозненные предприятия, которые относятся и сейчас к своим отраслям промышленности, но кировчанам, прогрессивно настроенным, действительно в свете изучения программы Био-2020, они решили вот эти разрозненные предприятия, конечно, не уподобляться повести Гогора, где нос Ивана Ивановича прикреплялся к чего-то там ушам Петра Петровича, что такая есть повесть. А это был создан кластер, такой вот некий координационный орган, который действительно направляет в настоящее время развитие таких разрозненных предприятий, но так или иначе относящихся к биотехнологии. Нас принимали руководители кластера и ознакомили с имеющимися на этой области производства. Еще более современный кластер сформировался и функционирует в Республике Татарстан. Вот мы сели в нашу машину Ford Transit, посадили еще туда и представителей министерств, и университет. И вот, значит, здесь нас принимали на уровне министров, заместителей министров Республики Татарстан. И мы тоже посетили очень передовые производства, которые относились и к сельскохозяйственной биотехнологии, и к медицинской биотехнологии, и к экологической биотехнологии. Значит, скоро сказка сказывалась, не скоро дело делалось. Но так или иначе в 2015 году работа над созданием концепции развития биотехнологий увенчалась принятием распоряжения правительства Республики Коми. Это апрель 2015 года, нет, сентябрь 2015 года, а в апреле 2016 года вслед за принятием концепции была принята таким же распоряжением дорожная карта по развитию биотехнологии. Давайте посмотрим, действительно, какой же уровень науки и инноваций позволил нашей республике сформировать эту
концепцию. Значит, исходя из важнейших направлений исследований, которые были развернуты в этой области, во-первых, в основе это изучение биоразнообразия и ресурсов. Биоразнообразие, ресурсы, биологические коллекции. И это также отмечается и во всероссийской программе БИО-2020. Это в основе. Поэтому наш институт точно, Борислав Владимирович, отвечает, вот, например, вот этому первому направлению. И дальше уже биотехнологии, биоконверсия целлюлозы, как я уже говорил. Лесохимические технологии впрямую не относятся к биотехнологии, но когда такой кластер создается, мы уже закрываем глаза на точно биотехнологии, поэтому чтобы вас не запутать и не говорить, что сами говорили одно, а лесохимию включили. Ну, в жизни действительно нельзя строить баррикады между многими направлениями экономики, поэтому лесохимические технологии занимают тоже достойное место в нашей концепции. Биотехнология лекарственных веществ, биоремедиация нефтезагрязненных почв, как я уже говорил, биомедицинская – это наша лаборатория, биомедицинские технологии обеспечения качества жизни человека на севере – это Институт физиологии, директор Бойко. Агробиотехнологий, кормовых, лекарственных и других нетрадиционных сельхозкультур – это Ботанический сад Института биологии и Институт сельского хозяйства, который сейчас войдет в федеральный исследовательский научный центр. То есть все 6 институтов и 2 сельхозучреждения войдут в единый федеральный исследовательский центр. Буквально в эти дни состоится принятие приказа. Так, ну и биотехнология переработки отхода биологического сырья, оленеводства и животноводства в какой-то мере здесь включено потенциально. То есть пока специалистов практически нет, но как направление мы его отмечаем. Биотопливо. Вот видите, я то вам говорил, пилеты нет, там это не живое, это мертвое. Но тем не менее, именно в силу этих же аргументов, биотопливу, биоэтанолу, биодизелю, мы также включаем и производство пилет, которые уже существуют. Ну вот, теперь давайте познакомимся. Фактически интерактивная экскурсия в лаборатории биотехнологии начинается. Сначала в виде слайдов, а затем мы перехватим в виде видеофильма. Значит, вот я говорил, с ресурса начинается. Значит, мы изучаем растения, продуценты вот таких веществ, как фитоэгдистероиды. Это вообще-то гормоны насекомых, которые по каким-то причинам эволюционно сложившимся синтезируют и растения. Будучи, по нашей гипотезе, будучи идентичными гормонам, они защищают растения от поедающих их фитофагов, с одной стороны, а с другой стороны, будучи оказавшимися нетоксичными для человека млекопитающих и не обладающими гормональным действием, эволюционная лестница, все-таки разрыв большой между насекомыми и нами, структуры отличаются, оказалась возможность их использовать в медицине. Значит, чуть позже детальнее. Вот в ресурсной части я бы хотел сказать, что мы изучаем дикорастущие луки. Вот, например, многие жители республики не то, что про диких луков не знают на нашей территории, они знают, что мы горная республика. И учителя наверняка пропагандируют своим учащимся о том, что надо в своей жизни хотя бы один раз побывать на Приполярном Урале или на лосеферме, это уже Северный Урал. Вот 3 вида диких луков, которые содержат стероидные гликозиды. Дальше вот это трудами Татьяны Ивановны Шершова, вот она справа, было показано, что кроме этих полезных веществ, дикие луки при дефиците, селенодефиците всех северных почв, включая и Финляндию, и нас, дефицит селена. Селен – обязательный компонент антиоксидантной защиты, входит в ферменты антиоксидантной защиты глутатиона. И было показано, что вот эти вот луки на бедных селеновых почвах, например, в горах, они являются аккумуляторами селена. То есть по сравнению с фонами и другими растениями, они накапливают селен. И оказалось, что если в культуре вводить селеновые подкормки в определенных концентрациях, можно получать не только источник стероидных гликозидов, но и источник селена. Значит, другие виды растений мы не можем долго говорить, потому что мы заняты с вами в целом общим таким представлением. Единственное, что посмотрите, пожалуйста, вот левый верхний угол, это аконит. Его тоже у нас очень много, это ресурсное растение, содержит дитерпеновые алкалоиды, источник антиритмических препаратов. Конечно, мы помним, что в романах Агаты Кристи многих отравили аконитином из аконита, но оказывается, это лекарство и яд, это вопрос дозы, и поэтому наш вид, значит, аконита высокого или борец северный синонима оказались хорошим источником препарата антиритмического действия, аналог
аналог аллопенина. И вот посмотрите, это в горных популяциях фотография сделана. Горные участки территории малодоступны человеку, даже на приполярном Урале, хотя высоты не такие большие. И тем не менее, мы, используя, конечно, это все охраняемые территории, но мы не собирались там выкорчевывать, аконит, но территория именно потому, что Нагорная оказалась удобной моделью для того, чтобы использовать ГИС-технологии или спутниковые технологии, оценки запасов вот в данном случае лекарственных растений можно строить, зная продуктивность в конкретных сообществах, например, в лиственничных лесах, при водных территориях там, и другие экологические ниши, когда занимает аконит, зная приблизительно среднюю продуктивность, через спутники мы не смотрим конкретный аконит и не считаем его, а смотрим спектр отражения сообществ, где аконит находится. И зная площади под сообществами и продуктивность аконита в этих сообществах, можно составлять внизу, вы видите, карты распределения запасов или плотности, а из него считать запасы, этого вида растения. Иван Чадин, сейчас замдиректора нашего института, он также придумал и заказывал в Москве у одного умельца, нам сшили огромные воздушные змеи, и на фоне спутниковой съемки мы также использовали аэрофотосъемку с помощью змеев. Так один змей был рассчитан настолько, что чуть не уносил с собой наших сотрудников. Так. Итак, ресурсы в основе. Ресурсы биоразнообразия коллекции. А вот теперь знакомые цвета, как светофор красный, желтый, зеленый. Красным фоном отмечено, мы уже узнаем, красная биотехнология. Красная биотехнология – это медицинская биотехнология. Да, она у нас присутствует. И пусть будет нескромно, просто на своих примерах легче показать этот пример. Это разработка нашей лаборатории с веществами, фитонестероидами, которые в течение 20 лет шла разработка, которая увенчалась регистрацией 3 препаратов, которые по своим свойствам относятся и к фармпрепаратам, но в силу ограниченного финансирования мы сумели зарегистрировать как биологический актив добавки к пище. Диастен для профилактики сахарного диабета 2 типа, особенно очень нас похвалили фармакологи. Кардистен, препаратом сравнения был препарат, нельзя отсюда выходить, препарат аторвастатин. Исследования проводились в Межрегиональном центре адаптоген в Санкт-Петербурге, поэтому доклиника была проведена очень культурно. И при моделировании инфаркта миокарда у животных аторвастатин показывал все-таки определенные данные, хоть и положительные, но ни в одном случае инфаркт миокарда не был зафиксирован у животных при профилактическом приеме препарата кардистен. Везде в основе субстанция вот этот 20-гидроксигдизон из растений серпуха венценосная или ливзей со флавоидно-моралевого корня, это же растение, синоним, содержит эти вещества. А вот препарат адастен от слова адаптация. Вы видите фотографию внизу, он оказался безвредным, недопинговым препаратом для использования в спорте. Там сейчас после скандалов допинга наконец обратилась РУСАДА, российское антидопинговое агентство. И мы будем работать теперь с этим агентством по созданию безопасных недопинговых, незапрещенных препаратов для повышения работоспособности и ускорения восстановления после нагрузок. А вот фотографию с этим бородатым человеком многие из вас, наверное, распознали Федорова Конюхова, известного путешественника, который, используя наш препарат, а также витаминный препарат, созданный в Институте физиологии под руководством Бойко в сочетании адастен плюс мультивит, использовался уже трижды путешествие Федора Конюхова в 2013 году при его арктическом переходе Северного полюса в Гренландию, в его путешествии, в его плавании в лодке-одиночке из Чили в Австралию в 2014 году и в его кругосветное путешествие на воздушном шаре. Очень важно то, что мы фактически ведь уже завершили эту разработку, и мы вовсе не собирались испытывать там что-то изучать Конюхова. Но видите, он человек своеобразный, он принял священный сан, и он мне вот так вот, я не знаю, сколько уж подумал мне лет, хотя мне уже лет очень много, так меня погладил и сказал, что имею в виду, перед врачами я не раздеваюсь, и кровь я не сдам для анализа.
Тогда, улыбнувшись, я ему пошутил и сказал, что, Федор, вы знаете, вы и так могучий человек, давайте мы испытаем наш препарат на собачках, которые вас повезут с полюса в Гренландию. Их 15, и статистику можно сделать. Ну, вот такая шутка была. Значит, но было важно, когда после возвращения была с ним встреча, и он подтвердил, сказав, что прежде всего, по сравнению с, он, конечно, не использовал вот эти запрещенные препараты, но известно, что есть военные препараты повышения работоспособности людей. Они дают прилив энергии, потом опустошение. Он сказал, что с вашим препаратом я чувствовал на первое место уверенность, он чувствовал, и силу. То есть вот через регуляцию стресса, когда мы изучали механизм действия этого вещества, значит, вот действительно препарат давал не только силы, но и вот такой вот психологический настрой. Вот пример, значит, сейчас уже препарат на стадии внедрения. Зеленая биотехнология, сельскохозяйственная. Мы не работаем с трансгенными растениями, хотя в мире в сельскохозяйственной биотехнологии, как мы с вами сказали, акцент весь направлен на генную инженерию. Мы работаем с микроклональным размножением, относящимся к клеточной инженерии. Посмотрите, пожалуйста, как мы, значит, примеры. Какие? Это размножение лекарственных, золотой корень, декоративных, это синполия, или домохозяйки знают, вот их называют еще узумбарская фиалка. Так, сейчас хотим лесные породы. В магистратуре у нас 2 работы выполнялись с лесными породами. Я уже говорил, что биоконверсия целлюлозы, конечно, с одной стороны, инженерная энзимология, с другой стороны, можно сказать, что это лесная сельскохозяйственная, потому что она имеет к ней отношение. Так, ну вот давайте внимательно посмотрим. Мы уже с вами ученые. Интересно, куда я дел ручку? Сам не могу понять. Так, ну ладно. Значит, вот посмотрите. Начинается растение донор. Начинается с растения донора. Причем размножить-то можно очень легко, но в данном случае при синполиям, наверное, какое-то неудачное слово, но те, кто увлекаются, вот дома женщины, они знают, что существуют химерные синполии, химерные фиалки. Так вот, если ты возьмешь листочек, тоже вот умеют размножать листиком, и потом розеточка формируется на стыке среза стебля, черенка листа, то если такую химеру традиционным через листик сделать или микроклональным через лист, эксплант и так далее, вот здесь не показано, то мы получим один из форм родительских. Либо будет вот сирень в данном случае, либо белый цвет мы получим. Оказывается, если в качестве экспланта взять спящие почки на цветоносе вот этого, значит, цветоноса, то через образование каллусной культуры, индукции морфогенных зон, как я уже говорил, формирование прямо на каллусе микророзеточек, мультипликация при переносе вот наследства с пекинином. Вот уже горшочная культура, и можно получать не там вот, иногда действительно женщины бьются и дрожат, чтобы эту химеру получить, но может быть это и как-то тоже вот увлечение такое, когда нет такого впечатляющего там количества, а фактически можно из каждой, посмотрите, почки получить не одно растение, а через каллусную культуру и мультипликацию побега можно получать сотни, тысячи химерных растений. Вот эту работу мы хотели предложить, например, таким образом. Начинать могут действительно, участвовать могут даже школьники в рамках, вот, наверное, биологических классов, которые у нас существуют, или техникум, которые фактически могут наблюдать за этим процессом и описывать, что происходит. Постарше молодежь, магистры, аспиранты, в зависимости тоже от задач, могут, собственно говоря, вот этой манипуляцией заниматься. Ну и в конце концов можно создать малые предприятия для того, чтобы мы не говорили детский труд использовать, наверное, существует какая-то законодательная база для того, чтобы можно было получить и учреждением, и участникам этого процесса, можно получить какой-то, в форме отдачи за этот труд, можно получать какую-то прибыль. Это очень такой. И вот также был сделан золотой корень. Теперь посмотрите дальше. Помните, я уже заикнулся об орхидных. Действительно, орхидные – это такая группа растений, семейства. Они отдают огромное количество семян. Но особенность в том, что очень маленький запас питательных веществ, она как споры, хотя это неправильное название, правда же? Вот. А с другой стороны, если вот эта семечко маленькая преодолеет какую-то степень зрелости, вот перешагнет день,
оно может никогда не произрасти. И потому что в природе для того, чтобы проклюнулись вот эти семена орхидных, требуется участие грибов-симбионтов, сочетание многих факторов. И наверняка вы с детками ходите и показываете популяции, например, башмачка настоящего или других орхидных. Вот. А оказывается, методы микроклонального размножения, методы биотехнологии, используя варианты симбиотического культивирования семян, то есть с участием гриба, который может тоже выделить, и он поможет прорасти, значит, и используя технику незрелых зародышей, то есть не допустить зрелость семени. Используя незрелых зародышей, можно получать протокормоподобные структуры. Не сами протокормы, потому что они несколько видоизменены, вот посмотрите. Протокормоподобные структуры при определенной температуре и условиях можно хранить годами. Они да и в почве-то прямо годами не развиваются, и только и ждут, когда же сочетание условий возникнет для того, чтобы они проросли. И вот получается, что мы можем здесь в данном случае не торговлей заниматься, как с синполиями, а заниматься направлением, которое связано в дополнение к изучением состояния ценопопуляции редких растений. Термин такой есть: реинтродукция редких растений в природной популяции, в основе которых лежат методы клеточной инженерии, а именно микроклонального размножения растений. Перед вами как раз здесь вот это, наверное, кукушник, дактилориза, значит, вот, и вот тоже вот получены на начальной стадии патогенеза в культуре клеток, а это протокормоподобные структуры, башмачки настоящие. Здесь показаны этапы поиска ценных генотипов золотого корня. Ценные генотипы химически анализируются, а фактическое микроклональное размножение, оно сродни обычному вегетативному размножению. Значит, мы закрепляем это содержание. Вот, и вот показано, это уже не наш уровень, а вот видите, я даже такую границу нарисовал. А вот так умеют масштабировать в Канаде теперь золотой корень, умеют масштабировать в Финляндии. И я был на посадках золотого корня в Финляндии. И я уже тоже вам говорил вчера, а сегодня лишь только покажу. Значит, вот они, каусные культуры. Это, знаете, вот такие вот комочки рыхлые, более плотные, то есть разные морфологии. Это как раз популяция дедифференцированных клеток, которые забыли, кем они были. А были они изначально листом, корнем, но на определенной стадии пассивирования можно обратно вернуть в микроклональное растение, а можно получать вот эти вот экдизоны и другие биологически активные вещества непосредственно в каусных, суспензионных культурах или в биореакторах, ферментерах, если мы будем масштабировать выращивание этих клеток. Товарищи, серая биотехнология. Маша Макарова, Мария Юрьевна Маркарова инициировали исследования, которые в начале 90-х годов были инициированы, в 2009 году были удостоены премии правительства Российской Федерации. Это очень высокая награда вместе с Пермским институтом физиологии и генетики, экологии и генетики микроорганизмов в Перми и Лукойлом, Тройственный союз. И вот здесь показана отдельная стадия лабораторных исследований. И вот, например, что было, вот эти вот разливы нефти, и что стало. Значит, спустя, значит, наверное, тут все-таки сколько-то лет прошло, я как-то небрежно сделал, без подписи, наверное, не хватало. Вот. Это направление по созданию микробиологических препаратов для разрушения нефти при аварийных разливах. В последние годы мы стали интересоваться микроводорослями, которые выделяем из точных вот самих же предприятий, из природных источников или из коллекций, значит, соответствующих учреждений, и используя, значит, наращивание этих микроводорослей для интенсивной очистки сточных вод, например, с ЛПК стали работать, а также микроводоросли при наращивании этой биомассы можно использовать как источник липидов, а из липидов можно получать биодизель. Это очень модное направление в мире. Увлеклись рапсом, стали занимать фермеры огромные площади под рапс, эрозия почв. Значит, другая проблема возникла. И поэтому микроводоросли, как возобновляемый такой вот источник липидов, из которого можно получать биодизель как альтернатива топливу, как альтернатива природному дизелю на основе нефти. Значит, разработка вот биоконверсии целлюлозосодержащего сырья, целлюлазы, ферменты, которые продуцируются грибами дереворазрушающих, такие как трутовики, опенок, вешенка, вводят в культуру клеток, вводят в культуру, нарабатывают ее и получают ферменты. Можно использовать низшие грибы типа триходермы,
который тоже продуцирует эти вещества. Задача была найти комплекс ферментов, а это комплекс, который атакует в целлюлозе разные связи. Мы уже не будем углубляться, и вашим ученикам тоже уже в глубину не надо идти. Просто в природе существуют целлюлозоразрушающие организмы, грибы высшие, деразрушающие, и низшие, триходермы, например. Используя целлюлазы, можно воздействовать на отходы целлюлозные и расщеплять их до глюкозы. Альтернатива кислотному гидролизу – ферментативный гидролиз. Вот эта разработка была наша первая. В 1993 году мы написали первый 5-летний отчет. И прошло столько лет после того, как мы закрыли эти исследования, потому что начались неурядицы экономические, и фактически мы лишь только написали небольшую брошюру на эту тему, защитили патенты, регламенты лабораторные. Но в этом году приехали швейцарцы и сказали: да хотим же у вас построить завод ферментативного гидролиза целлюлозы. Пусть это не наша разработка, но мы оказались методически готовыми сопровождать это производство. И очень было бы здорово, если бы вот вы это понимали. Наверняка нас кто-то в Троицко-Печорске теперь слушает. Именно в Троицко-Печорске будет строиться по швейцарской технологии завод ферментативной гидролицеллюлозы, но на глюкозе он не остановится. Глюкоза – биотопливо, биоэтанол, и уже сформирован рынок в Германию. То есть пока, конечно, к нам такую достаточно промышленную такую махину хотят в республику поставить, но благо и отходы-то у нас. Поэтому здесь пока интересы совпадают. Но было бы здорово, если бы мы, например, талантливых, интересующихся детей из этого района или из Куломских ближайших сел учили бакалавриат, магистратура, и инженерам отправляли, кто-то в аспирантуру, и действительно можно было бы здесь центр вот такой вот научно-производственный создавать по направлению биоконверсии целлюлозосодержащего сырья. Ну вот смотрите, главнейшие приоритеты, которые произнесены, я все по концепции вам шурую, это все содержание концепции. Значит, главнейшие приоритеты. Если вы ходите по городу, не могли не заметить, что между Институтом геологии, что у драмтеатра, и Институтом физиологии и химии как будто вырванный зуб, как будто незавершенный архитектурный такой комплекс. И это действительно так. Только действительно речь не о зубах, а о зданиях. Так тоже как-то сложилась судьба, что приехав сюда в 1988 году, стал работать в Коми-научном центре, мне было поручено первое задание составить проект, техническое обоснование строительства корпуса биотехнологий, который должен был стать между геологией и физиологией. И вот эти вот неурядицы 90-х годов не позволили реализации этого проекта, но проект существует. 2 тома документации, и я бы очень хотел, чтобы у нас возник научный корпус по биотехнологии, возникла инновационная база для малых предприятий. У нас есть тоже такие возможности на территории Вильгарте, где у нас есть тепличный комплекс шикарный, где можно микроклональным заниматься размножением. У нас есть огромное строение, неопытное строение складской базы, 1200 квадратных метров, где можно было действительно размещать малые предприятия. Это отражено тоже в концепции развития биотехнологий. Якорные предприятия, значит, стимулируют инновационной деятельности. И как вы думаете, конечно, нам не обойтись без подготовки кадров. И вот этим слайдом я хотел бы закончить нашу лекцию. И действительно, я уже фактически несколько раз говорил, но повторить мать учений, и это именно уместно сказать здесь, что у нас есть аспирантура, биотехнология, биологические ресурсы, органическая химия, биорганическая химия в разных институтах нашего центра. Открыта магистратура, и мы в этом году выпустили первых 8 человек, из которых 2 девушку и парня взяли в аспирантуру по экологической биотехнологии, как раз вот по микроводорослям и по нефтеразрушающим микроорганизмам. Так, очень интересный, мне кажется, факт для вас, что Лукойл открыл именную лабораторию Лукойл биотехнологии в стенах университета. Может быть, даже я пользуюсь какими-то данными неточными, но на момент формирования концепции по данным Министерства образования, науки и молодежной политики нам предоставили сведения, что в республике работает 18 классов химико-биологического профиля, пусть не биотехнологического, но все-таки вот профиля химии и биологии. Вот такое дело, товарищи. Получается, что действительно
Этот семинар инициировали мы сами, ученые, хоть мы и не педагоги. Я не знаю, получилось ли у меня, но я, по крайней мере, очень старался вам рассказать. Может быть, был несколько нудным. И даже повторил сегодня прошлую лекцию очень большими штрихами, что вот действительно вот эта система взглядов на биотехнологии была сформирована у вас и передавалась вашим ребятам. А сегодня я хотел сказать, что действительно биотехнология шутка шутками, но оказывается, были планы строительства громадного завода биотехнологического еще в конце 80-х годов, который оказался экологически небезопасным и был остановлен на стадии проектирования, а наука развивалась, сформировался научно-образовательный комплекс, и нам с вами, дорогие учителя, тоже предстоит большая работа по подготовке кадров, правда же? На этом я хотел бы свою лекцию закончить, или семинар. Товарищи, пока еще вы не согласились со мной, не кивнули, посмотрите, пожалуйста, вот на эту книжку. Это целая серия книг, и она ориентирована для учителей и школьников главным образом. Кроме интересных фактов здесь, вы знаете, конечно, вы уже, наверное, до того искушенны, что когда пишете уроки, сразу же формируйте контрольные вопросы. То есть вас учить в этом не надо. Вот. Но я вам советую, значит, каждая глава заканчивается контрольными вопросами, которые действительно, вот так смотрел и думаю, я ведь как бы действительно не хотел вас чем-то удивить, а ведь в отличие от советского времени, когда мы действительно как-то стремились выделить более ярких учеников, работать с ними отдельно по подготовке, вот сейчас все-таки я, может, ошибаюсь тоже, но согласимся, что, видимо, нужно, чтобы даже талантливые ребята не попали в просаки, нужно прежде всего хорошо написать ЕГЭ. Так я понимаю, да? Даже золотая медаль может потом, в конце концов, не очень спасти, если ты плохо напишешь ЕГЭ. И я вот тот материал, который подавал, я все время за собой следил, не потому что я сам чего-то не очень глубоко разбираюсь. Уровень школьных знаний не должен превышаться вот в наших с вами лекциях. И все время нужно думать, а может ли вот этот вот вопрос вот такой-то, такой-то попасть в среднюю школу? Химия, биология, даже обществоведение, там вот эти вот этические проблемы, например, связанные с планированием. И вот я думаю, что вот эти вопросы тоже вам помогут, по крайней мере, задуматься. Ведь год от года все равно меняются вопросы ЕГЭ, да? И вот иногда вот неожиданности и по математике. Говорят, в этом году все сыктывкарские родители плакали по математике. Говорят, в Москве, в Петербурге дали такие простые вопросы, что все дети замечательно получили огромные баллы и в своих Ленинградах и Москвах поступили. А у нас был очень сложный тест, насколько вот я знаю. Вот для того, чтобы не разочарований, ничего, что если такие вопросы не попадут. Ну вот смотрите, вот я закладки даже сделал. По стволовым клеткам и по овечке Долли. Вопрос. После того, как была произведена на свет овечка Долли и планирование животных, было приостановлено из-за плохого состояния здоровья Долли. То есть нужно выбирать. Думаем. Второе. Проводится с переменным успехом. Б. В. Широко применяется, в результате чего получено 1000 таких животных. В. Хорошо. Так, Г. Сопровождается высоким уровнем врожденных дефектов и выкидышей на поздних сроках беременности. Д. Ответы Б и Г верны. Е. Ответы В и Г верны. Ну, ладно, в школе бы я обязательно кого-то бы поднял, но я не буду, вдруг вы обидитесь. Но на самом деле, какой ответ верный? Какой ответ верный? Пресса, что скажете? Первый, конечно, нет, потому что, значит, смотрите, все-таки широко применяется, в результате чего получено 1000 животных, да. И Г. Сопровождается высоким уровнем врожденных дефектов, потому что бедная овечка Долли жила, и потом быстро состарилась. Так, ну вот давайте посмотрим еще. Вот, ну, смотрите, я еще даже не злоупотребляю, у нас есть 3 секунды. Вот смотрите, применение в сельском хозяйстве. Вот нужно ту таблицу вспомнить, хотя мы ее не разжевывали. Но давайте будем думать, что вы все равно же знакомились сами. Значит, технология трансгенных растений, связанная с клонированием гена Bacillus thuringiensis, это токсин такой, который выделяет бактерии, которые убивают насекомых. Значит, и вот получают трансгенные растения, устойчивые к атаке насекомых, содержащие ген этого токсина. Так вот вопрос. Эта технология, это БТ-технология, Б большой, это маленькая. БТ-технология может причинить вред бабочке, монарху, товарищи, потому что... Ой, нельзя отсюда уходить. Так. Б, вот это, потому что этот токсин убивает растения, которые питаются бабочки.
Б. Ген бета-токсина может быть перенесен в дикую популяцию растений. В. Личинки бабочки-монархи питаются геномодифицированными растениями, вырабатывающими этот токсин. Г. Все верно. И Д. Ответы Б и В верны. А здесь какой ответ верный? Наверное, ну то, что убивает растения, которые питают бабочки, это вряд ли уж, конечно. А вот то, что действительно, значит, есть такой горизонтальный перенос генов, целая такая дискуссионная есть тема. Этот ген токсина может быть перенесен в дикую популяцию растений. Да, то есть вероятность. Пока таких вот данных нет, но вероятность, говорят экологи, товарищи, надо учитывать. И бабочки, личинки бабочки-монарха на личиночной стадии питаются геномодифицированными растениями, и они могут погибнуть, если залезут на такое поле к фермеру, такому современному. Вот. И это означает, что такие декоративные, чудесные насекомые, которые никому на самом деле вреда не приносят, они могут быть, но они могут объединить биоразнообразие и исчезнуть с планеты. И вы знаете, вот эта вот биотехнология «Путеводитель без тайн». Целая серия книг по многим. Знаете, да, Виталий Львовна кивает? Конечно, знаете. Не забудьте, что здесь есть замечательные, значит, замечательные вопросы. И по каждой главе, вот не в каждом учебнике это есть такая вот выжимка заключения, которая, например, мне тоже помогала и даже в этой лекции, потому что автор удивительно умеет. Вот, например, многие студенты тоже в своих рефератах дают фактологический материал, а заключение, а как вот с ним распорядиться? Даже аспиранты, если это могут сделать. Вот эта книга поможет и вам, и ученикам в этом вопросе. Господа товарищи, все, мы закончили нашу лекцию-семинар. И вам большое спасибо. Далее. Так, давайте посмотрим. Я не знаю, вы останетесь или нет, но нас слушало сегодня, тоже, наверное, много людей. Вчера было 50, по-моему, с лишним человек, вот тут статистика. А сегодня, по-моему, больше 40. Есть вопросы. Так. Спасибо за веб-семинар. Вот есть, спасибо и вам. Есть ли в Сыктывкаре, где с ребятами можно было бы заниматься исследованиями? На самом деле мы сейчас будем проводить организационные занятия «Малая академия». Биологи всегда участвуют. Наша лаборатория иногда берет таких ребят, школьников, которые проявляют интерес. Геологи работают, не все институты, но форма существует традиционная, «Малая академия». Мы обязательно сделаем через интернет и через институт, направим вам. Есть возможность. Но есть вопрос просто «Добрый день». Добрый день. Да, и добрый вечер. Так. По-моему, я больше не вижу. А вчерашние вопросы мы... есть еще. Добрый день, коллеги Троицко-Печорск, Мельников, Селиванова. Но вот как раз в Троицко-Печорске будет первый и очень крупный, если проект свершится при поддержке правительства, у вас будет очень большое развитие в вашем районе. Так. Но есть просто приветствия из разных школ. Ну вот просто есть приветствие. Все, товарищи дорогие.